Торжественной линейкой открылась первая смена в детском оздоровительном лагере «Мужество» в городе Нерюнгри. Праздничным концертом и пожеланиями отличного отдыха 350 ребятишек начали свой долгожданный отдых, который традиционно продлится в лагере 21 день. Сегодня мы открыли первый сезон в детском оздоровительном лагере «Мужество», который пользуется большой популярностью среди жителей нашего района. Отличительной чертой является то, что в этом году мы запустили новый корпус, что позволило увеличить количество детей, прибывающих в каждую смену, почти на 100 человек. То есть, если раньше это было 250 человек, то сейчас это 350 человек. Кроме этого, на площадках наших школ созданы разновозрастные отряды, то есть, которые также пользуются популярностью как у детей, так и у родителей. И в общей сложности мы планируем оздоровить детей за 3 сезона почти 2000. Понятно, что цифра такая, хочется, чтобы она росла, но, к сожалению, имеющиеся возможности пока не позволяют увеличить количество, так скажем, охваченных летним оздоровительным отдыхом детей. А руководство Нерюнгринского района прикладывает все силы для того, чтобы увеличить. Но будем надеяться, что в будущем лагерь «Мужество» будет расширяться. Сейчас уже разработан дизайн-проект, то есть в планах строительства лагеря на большее количество мест. Нерюнгринские ребята в возрасте от 6,5 до 15 лет во время своего пребывания в лагере не только отдыхают и развлекаются, но и занимаются творчеством. Каждый год для отдыхающих стараются организовать тематические смены, и этот год не стал исключением. В этом году тема лагеря у нас «Тайна Аланхо», она называется. Мы продолжаем тему столетия республики, и поэтому вот такая вот у нас выбрана тема, она не случайная. Ну и у нас, конечно, дети очень позитивно к этому относятся, им нравится. Мы сегодня приглашали сюда представителя Саха Аймах, которая играла им на хамусе, удивляла детей. И вообще ребятишки с удовольствием учат хотя бы базовые слова, они уже здороваются. Не здравствуйте, а доробо булурун. Они говорят не спасибо, а багыба, ну или махтал благодарят. Они, с удовольствием прям все это происходит у нас. Но у нас в этом году вообще она впервые такая смена тематическая, именно с уклоном на Якутию, на родную землю. Конечно, мы сейчас уже в процессе подготовки, воспитатели и вожатые. У нас разработана большая план-сетка каждого мероприятия, каждый знает, кто за что отвечает. И сейчас вот идут репетиции уже к следующему нашему мероприятию. Это будут театрализованные постановки именно Аланхо по Платону Аюнскому и не только. Вообще, в принципе, по якутским мы будем поднимать, дети будут с ним знакомиться. Это интересно. Залогом хорошего настроения детей во время отдыха, безусловно, являются педагоги-воспитатели и вожатые, которые всю смену работают с детьми, организовывая для них различные мероприятия, конкурсы, квесты и игры. У нас очень сильно обновился педагогический состав. Воспитатели в основном это сотрудники ЦРТДЮ, нашего любимого, а вожатые это дети, которые посещают Центр Содружества, руководителем которого является Светлана Караева. Она наш начальник лагеря, и вот своих детей она сюда и привела, самых лучших, самых сильных. Неделя прошла, мы вчера смотрели на линейки, как дети поддерживают каждого своего вожатого. Это искренняя любовь, неподдельная абсолютно. Кто-то из педагогов работает уже не первый год, с удовольствием приезжая в лагерь снова и снова. Ну а кто-то пробует свои силы впервые. И несмотря на то, что смена только началась, эмоции от работы самые положительные. Наталья Воронкина в этом году работает в лагере «Мужество» впервые, но уже уверена, что хочет вернуться сюда и в следующем году. Это вообще в этом году впервые мой опыт работы вообще за всю мою жизнь, не только в этом году, впервые мой опыт работы в детском лагере. Считаю, что это вообще очень круто, и всем людям обязательно, у кого есть педагогические навыки, какие-то знания, обязательно надо сюда попасть. Те, кто работают в лагере, всю жизнь будут молодыми, всю жизнь будут здоровыми, и всю жизнь будут заряжаться вот этой детской энергией. У меня 12-й отряд, у меня 26 ребят. Ребята, каждый уникален по-своему. Кто-то скромнее, кто-то артистичный, кому-то хочется больше внимания. Кто-то ведет себя вызывающе. Это обязательно нужно всегда учитывать при работе с детками. Стараемся каждому уделить внимание. Обязательно каждого стараемся активировать в сценках, в каких-то номерах. У нас была защита тотема, защита уголка.
отрядного, мои ребята, 12-й отряд, заняли первое место. Также у меня вожатая Вероника, она моя большая помощница. Без нее бы вообще никак не справилась. Только в тандеме вот воспитатель и вожатый. Говорят, что вот у воспитателя свои обязанности, у вожатого свои обязанности. Я считаю, это не так. В тандеме, дружно, совместно, 50 на 50. Вместе мы занимаемся воспитанием детей, мы вместе проводим игры. Несмотря на возраст воспитателей, все всегда пляшут вместе с детками, все всегда также активно себя ведут. Ребята с большим удовольствием принимают участие в конкурсах. Ребята с большим удовольствием... Вообще они очень любят получать вот эти награды. Вчера награждали, говорили, первое место. Это вообще взрыв эмоций. Радуются вместе с ребятами и родители. Родители очень активно ведут себя. Родители помогают нам в создании костюмов. Родители помогают с детками репетировать. Также учат стихи. Ну, в общем, все здорово. Очень дружная, большая семья, прекрасный коллектив. Очень рада, что я здесь. Вожатые лагеря, вчерашние школьники с воодушевлением приступили к своим обязанностям. Ведь у многих еще свежи в памяти эмоции от пребывания в лагере мужества в качестве отдыхающего. Я вожатая уже не в первый год, я работаю 3-й год, и мне это очень нравится. Как я пришла к этому, я так же, как ребенок, сама ходила в лагерь, и я прям зарядилась этой энергией вожатства, и очень захотела, я спросила у своего вожатого, как им стать, мне сказали, нужно сначала пойти в СорТВЮ на содружество, там обучиться, научиться всему, и потом пройти экзамен и стать вожатым. И я вот дошла до своей мечты, и вот уже работаю с детьми, и это такая радость, прям не могу. Я изначально тоже был ребенком в лагере, я вот в лагерь, когда ходил, прям вот до безумия это нравилось. Я решил стать вожатым, так как, смотря на вожатых, как они занимаются с детьми, как они играют с ними, мне стало это очень интересно. Я решил стать вожатым. Тоже пришел в ЦРТДЮ, в центр, отучился на вожатого, пришел сюда в мужество работать, чтобы в дальнейшем развивать детей, помогать им найти свои какие-то навыки, какие-то особенности. Несмотря на свой юный возраст, вожатые лагеря мужества с первых дней смогли найти подход к отдыхающим ребятишкам, на своем примере обучая их дисциплине и внимательности. В то же время и сами вожатые получают от своих подопечных интересный опыт. Первое тяжелое – это настроить в первые дни дисциплину, потому что дети, они озорные, очень веселые. Весь год они старались, учились и приехали в лагерь веселиться. Поэтому в первые дни было тяжело с дисциплиной, а сейчас дети уже привыкли к смене. Они начали проникать в нее, и легче дается тем, что дети смотрят на твою улыбку, слушаются вожатого, они очень хотят играть, и это дает очень большой позитив. У меня дети маленького возраста, но несмотря на это, есть очень много одаренных по-своему детей. Каждый день они приходят в лагерь с какими-то интересными фактами. У меня есть мальчик, который постоянно приходит: Зарина, а ты знала, из чего там состоит та планета, та планета? Очень много интересных вещей они мне рассказывают, в принципе, про наш город. У нас недавно был квиз, посвященный теме 3 миров Якутии. Они мне рассказали очень много чего интересного. И несмотря на то, что они очень маленькие, но я очень много узнаю именно от детей. Очень важным событием в этом году для лагеря мужества стало открытие нового корпуса, что позволило увеличить количество отдыхающих детей почти на 100 человек. Как отмечают в администрации лагеря, путевки на первый сезон были раскуплены в считанные минуты, что говорит о большом спросе на такой детский отдых. Самым знаменательным событием это, конечно, открытие нового корпуса. Там у нас находится 4 отряда, включая отряд «Юнармия». Для ребят это очень хорошо, особенно для юнармии, потому что есть территория, на которой ребята могут заниматься строевой, огневой, физической подготовкой. В этом году у нас очень интересная смена. Мы изучаем тайны земли Аланхо. Ребята учатся обыкновенным приветствиям на якутском языке, изучают традиции, сказания, легенды, готовят яркие номера. Вот после обеда в 14:30 у нас будет концерт, посвященный этой смене. Есть свой особый язык у смены на якутском языке. У нас не отряды, а улусы. Ну и вот все в такой тематике.
В этом году воспитанники добровольного детско-юношеского движения «Юнармия» отдыхают в лагере мужества уже второй летний сезон. С огромным удовольствием принимая участие во всех мероприятиях. Ведь за короткое лето можно успеть сделать то, что недоступно в долгие зимние месяцы. Отдых в летнем лагере дает возможность им делать то, что мы не можем делать зимой. Да? То есть выйти в поход сходить, пострелять с лука на улице, да? То есть просто побродить по лесу. То есть мы учим их очень многому. То есть лето – это лето, это совсем другое. Мы всегда, и в том году мы ходили на ледник. Мы в этом году тоже попробуем сходить на ледник. Мы должны съездить на Серебряный Бор, турклуб «Парус», то есть покататься на парусниках, покататься на катамаранах. То есть это то, что мы уже договорились, только теперь это зависит от погоды. Так что очень интересно будет, программа очень насыщенная у нас. Дети у нас просто с утра до вечера чем-то заняты, рукопашная будет, строевая подготовка. То есть вяжем узлы, разбираем автоматы. То есть я думаю, очень интересно. Лагерь мужества расположен в экологической зоне. Для комфортного отдыха детей здесь имеются все условия. Столовая, где ребята получают трехразовое питание, спортивная площадка, игровые зоны, медицинская часть. Многие дети после первого сезона остаются на второй, и большинство ребятишек очень хотят вернуться в лагерь и на следующий год. Мне нравится, что тут очень весело, много добрых ребят, с которыми можно подружиться. Ты первый раз приезжаешь в лагерь? Да, первый раз. Для меня это просто лучшее место, в котором я была. Мне здесь все понравилось, еще минусов не было. Здесь вкусно кормят, здесь очень добрые ребята, вожатые. Здесь много развлекают, веселые ребята и все веселое. Ну, в лагере я уже не первый раз, я уже третий год здесь, 21 года здесь нахожусь. Здесь мы играем, бегаем, делаем все, что угодно. Вожатые у нас очень добрые. С ребятами, да, сдружился, у меня большинство это знакомых. Я в лагерь хожу уже 4-й год. Мне здесь очень нравится. Я первый раз, когда сюда пришла, боялась, и потом уже год за годом мне начало очень сильно нравиться, и я поэтому хожу сюда каждый год. Я здесь первый раз, и мне здесь очень нравится. Поначалу я боялась, что там будет как-то страшно, что там со мной никто не будет общаться, а оказалось все наоборот. Мне здесь очень нравится и очень классно. Развитие творческих способностей, укрепление физического здоровья и целое море положительных эмоций. Все это ждет нерюнгринских ребятишек в оздоровительном лагере мужества. А такой насыщенный отдых, безусловно, станет отличным подспорьем при подготовке к новому учебному году.